Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас классный час, посвященный Дню независимости Республики Казахстан. Тәуелсіз елдің тұғыры биік. Сейчас давайте, ребята, с вами вспомним, какие же государственные праздники отмечаются у нас в республике. 6 июля – День столицы, 30 августа – День Конституции, 1 декабря – День первого президента и 16 декабря – День независимости Республики Казахстан. В начале нашего классного часа я бы хотела вам предложить посмотреть видеоролик. Внимательно посмотрите. Свобода. Честь, достоинство, гостеприимство. Слово «казак» имеет глубокие многовековые корни, а потому его происхождение весьма противоречивым. Но то, что именно эти определения наиболее точно выражают сущность нации, бесспорно. Именно в стремлении сохранить свою независимость, обеспечить вольную жизнь своим потомкам, султан Керей Жаныбек со своими соратниками и подчиненными племенами в Западном Семиречье осуществили мечту предков, создали новое государство – ханство казахов. Величайшие стратеги Керей Жаныбек ровно 550 лет назад начали новую страницу в летописи человечества и начертили на карте мира границы с новым именем, известное ныне как Казахстан. Эти земли помнят величайшие события, таят глубочайшие тайны, пропитанные кровью врагов и освободителей нации. Не раз приходилось спасаться от голода во время джутов и великого бедствия Ахтабан-Шабарунда. Даже в составе Российской империи, позднее во власти Советов, оставались герои, которых не удалось склонить и под угрозой смерти или еще хуже – изгнания. Но Мустафа Шокай, Алихан Бөкейханов, Ахмед Байтурсунов, Миржах Абдулатов, Сакен Сейфуллин и другие приняли и это бремя. История Алашорды и партия Алаш напрямую связана с развитием государственной и политической мысли в целом, культуры, науки и образования всего казахского народа начала 20 века. Не единожды, будучи на грани выживания, сами же казахи помогали изгнанникам, сорванным с родных земель и переселенных в Великую Казахскую степь. Бок о бок с другими народами, сыновьями, дочерям Великой степи приходилось сражаться на полях брани против фашистских захватчиков, а позднее страдать от преследования собственных же властителей во времена репрессий. Но несмотря на все лишения, тяготы и невзгоды, народ сохранил традиции, ценности, культуру, а главное – дух свободной нации. Этим духом до сих пор пропитана земля на площади Республики Алма-Ата, которая стала еще одним местом выражения воли казахов. Воли к жизни, к свободе и независимости. И в 1991 году Казахстан объявил себя суверенным государством. Страна обрела долгожданную независимость. Этот год стал точкой отчета в летописи новейшей истории нового, молодого и сильного государства. Можно ли описать великое счастье народа, обретшего в итоге свой потерянный суверенитет? Но это счастье не было безоблачным. Оно омрачалось экономическим упадком, бедностью, темнотой и неопределенностью будущего, страхом за завтрашний день своих детей. Как лучи солнца в пасмурный день освещали сложную жизнь народа первые достижения суверенного Казахстана. Введение собственной валюты. Позднее достижений становились больше, их значимость росла, а вместе с ней и значение самого государства на мировой геополитической карте. Каждый новый мировой или региональный кризис уже не угрожал стабильности государства, а лишь укреплял слабые стороны ее экономики и политики. Люди начинают мыслить по-новому. За все эти годы в качестве суверенного государства Казахстан признали свыше 120 государств мира. Наша страна является членом 70 международных организаций. Можно смело говорить, что наша республика признана мировым сообществом. Став полноправным членом ООН, государство активно включается в работу ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Ведется тесное сотрудничество с целым рядом крупных международных организаций. Сама страна является примером для других государств, создав уникальный институт – Ассамблею народа Казахстана. В нашем государстве проживают представители свыше 100 различных национальностей и народностей. Все они разделяют принципы толерантности и взаимоуважения.
Казахстан встал на индустриальный путь, развивает технологии и инновации, внедряет последний ноу-хау, причем не только в экономике, но и в медицине, связи, образовании и культуре. Ожидается, что инфраструктурный каркас свяжет Астану с регионами и области между собой автомобильными, железнодорожными и авиалиниями по лучевому принципу. Макрорегионы должны объединиться единой транспортной, логистической, коммуникационной архитектурой, создаваемой в рамках программы «Нурлу-Жол». В настоящее время реализуется 11 проектов по ключевым направлениям Центр-Юг, Центр-Восток, Центр-Запад лучевым способом. То есть это и есть Нурлу-Жол. Развитая социальная инфраструктура, высококачественные услуги. Именно таким грядет завтрашний день казахстанского народа. Именно об этом мечтали предки, создавая первое казахское ханство. А главное, именно это останется на нашей земле как богатство будущих поколений. И это поколение будет иным, воспитанное на новой идеологии нашего государства Менгеле-Кель. Для наших детей эта общенациональная идея станет тем путем, который приведет их в новое будущее. Итак, вопросы для обсуждения. По видеоролику, ребята, как вы поняли, первые ханы казахской земли. Кто они такие? Имена каких людей вы услышали, которые боролись за свободу нашей земли? В каком году наша страна получила свою независимость? Свои ответы, ребята, можете присылать на WhatsApp. Ну а теперь, ребята, давайте посмотрим, какие великие события произошли у нас после того, как мы получили свою независимость. В конце 1991 года прошли первые выборы президента Республики Казахстан. Им стал, как мы все знаем, Нурсултан Абишевич Назарбаев. 2 октября 1991 года первый казах Тохтар Аубакиров полетел в космос. В конце июня 1992 года Республика Казахстан участвовала во Всемирной конференции ООН в Вене. В 1993 году была выпущена национальная валюта тенге. Все мы знаем, да, ребята, государственным символом Республики Казахстан относятся герб, флаг и гимн. День рождения государственной символики 4 июня 1992 год. Автором нашего флага, нашего красивого флага является Шакен Ниязбеков. Запомните, ребята. Авторы государственного герба – архитекторы Жандарбек Малибеков и Шота Валиханов. Посмотрите внимательно, что же изображено в гербе нашей республики. Шанрах, надпись «Казахстан». Что еще? Свои ответы, ребята, что же изображено еще
нашем гербе напишите в группе. И распишите, что же означают эти знаки, почему именно эти знаки внесли архитекторы в наш герб. Наше государство поделено на 14 областей. Внимательно посмотрите. И вот здесь показано, где наша Акмолинская область. С какими государствами граничит независимый Казахстан? Посмотрите, на севере граничит с Россией, на востоке с Китаем, на юге с Туркменистаном, Узбекистаном и Киргизией, и на западе с Азербайджаном. Ну а вот здесь, ребята, показаны самые крупные города нашей республики. Это Шымкент, Алмата, Астана, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Петропавловск и так далее. Республика наша омывается водами Каспийского и Аральского морей. На ее территории находится около 11 тысяч рек и озер. Сказочно богаты недра древней казахской земли. Уголь, нефть, золото, титан, свинец, цинк, железо, бокситы и так далее. Богатая и щедра казахская земля, величественна и прекрасна ее природа, неповторима красота снежных гор и бескрайних степей, голубых озер и горячих песков. Каждый человек, любящий свою родину, не может не стремиться знать историю своего народа, своей родины. Ну а сейчас, ребята, я предлагаю вам стихотворение, которое подготовили наши ребята о нашей родине. Послушайте внимательно. Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с Днем Независимости. Казахстан, ты красив и богат. Твоим достижением каждый здесь рад. Казахстан, ты родина мать. Мы будем беречь тебя и защищать. С праздником всех! Родина моя, здесь люди все как одна семья. Казахстан, ты могучий высок, уструится твой водный исток. Казахстан, ты красив и богат, твоим достижением каждый здесь рад. Казахстан, ты как родина мать, мы будем беречь тебя и защищать. Казахстан, как красива твоя природа, и в горах ископаемых очень много. По реке Иртышу плывут корабли, и нефть добывая зари до зари. С народами всеми мы мирно живем, и песни о счастье, о жизни поем. Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с Днем Независимости. Родина – слово большое-большое. Пусть не бывает на свете чудес. И если сказать это слово с душой, глубже морей, оно выше небес. Дорогие ребята, поздравляю с Днем Независимости Казахстана. Пускай наша страна всегда остается такой же гордой и независимой, гостеприимной и радушной. Желаю процветания и благополучия всем ее жителям и, конечно же, вам, мои дорогие ученики. Пускай небо над красавцем Казахстаном всегда радует своей синевой, солнце всегда дарит свое тепло, а люди всегда делятся добром и улыбками. С праздником!